Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Лев Шлосберг, член политкомитета Российской демократической партии «Яблоко», лидер Псковской организации этой партии. И мы говорим о выборах и обо всем, что связано с российской политической системой в данный момент. Я напомню, август 2016 года, 2 года назад, в 2014, российские войска, в том числе и псковские десантники, вошли в Донбасс. В блоге «Мертвые и живые», Лев, вы пишете о том, что идет необъявленная российско-украинская война. Есть ли у вас четкая картина происходившего тогда? Добрый вечер. Добрый вечер. На самом деле, четкая картина происходившего тогда будет ясна в полной мере, когда в России сменится власть, когда власти Новой России примут политическое решение раскрыть архивы, политические архивы, военные архивы, и объяснить, что сделало российское государство в 2014 году. Не только в августе, но также в феврале и в марте, и, скорее всего, до февраля и марта, для того, чтобы была понятна вся та история, абсолютно трагическая история, абсолютно подлая история, которая произошла в 2014 году, точнее, началась в 2014 году и не завершилась до сих пор. Что бы вы сказали тем, кто верит в теорию, так сказать, распада Украины после государственного переворота, в киевскую хунту, в народное восстание в Донбассе, в референдум в Крыму, в официальную версию? Знаете, я бы сначала предложил этим людям высказаться. Мне приходится встречаться с такими людьми. И я убеждаюсь, что это люди, с которыми на самом деле власть не разговаривает. Она их накачивает вот этой ложью, этой пропагандой, и обратной связи нет. То есть действует машина, химическая информационная машина, уничтожение самостоятельного критичного взгляда людей на события, и вот на это абсолютно зачищенное место, вытравленное место, наваливается мусор государственной пропаганды. Когда мне приходится общаться с людьми на такие темы, я всегда предлагаю им сначала высказаться. У них есть своя точка зрения, она отличается от моей. Я говорю, хорошо, скажите, пожалуйста, как вы считаете? Люди начинают рассказывать. И чем больше они рассказывают, тем сложнее у них получается выступать, потому что при любой попытке обосновать эту позицию, выясняется, что аргументов нет. Вот когда еще весной 2014 года, только после крымской истории, так совпало, Псковская область входила в череду губернаторских выборов, и весна совпала также с моими отчетами депутата областного собрания перед жителями Псковской области. Я объехал всю область, я провел свыше 120 встреч в трудовых коллективах. И мне время от времени задавали вопрос о Крыме, об Украине, потому что как раз в то время, это было на пике обострения, как раз тогда было известно, что я был единственным депутатом Псковского областного собрания, депутатов, который не поддержал федеральный конституционный закон об изменении в Конституции и включении Крыма и Севастополя в состав России. Мы голосуем электронно, поименно, есть распечатка этого голосования. И когда мне это все люди рассказывали, притом на самом деле совершенно не агрессивно, они хотели понять, что происходит, почему перед ними стоит человек, который считает абсолютно не так, как считает государство. Я спрашивал, скажите, вот в этой комнате, в школьном классе, в палате, в фойе, больнице, есть украинцы, люди с украинскими корнями? Всегда говорили «да». Я говорю, вот вы сейчас пойдете на войну друг с другом, вот вы сидите рядом, вы украинец, у вас есть украинские корни, возможно, у вас есть родственники в Украине, вообще почти у всех родственники в Украине, огромное государство, огромная страна. А вот рядом с вами сидят люди, у которых нет украинской крови. Они русские или, возможно, люди других народов. Вы готовы убивать друг друга? У людей наступал ступор. Зачем? Мы же вместе живем и работаем. Мы же вот в одном классе, в одной школе, в одной больнице. Я говорю, а вот то, что мы сейчас видим по телевизору, чем отличается? Что сделала Украина против русских в Крыму? Ответа нет. Вот они хотели запретить русский язык. Я говорю, нет, они не могли запретить русский язык. На нем говорит вся Украина. Они просто не решились, их власти, бездарные на самом деле власти, не решились объявить русский язык еще одним государственным языком в Украине, что было бы абсолютно нормально для украинского государства с таким числом людей, говорящих на русском языке. И когда начинаешь разговаривать на эти темы, я задаю вопрос, скажите, вот ваши дети окажутся на этой войне. Их туда призовут, потому что они военнослужащие. Они не имеют права отказаться, у них присяга. Да, они имеют право не выполнять заведомо незаконные приказы и даже обязаны не выполнять заведомо незаконные приказы. Но когда они понимают, что это заведомо незаконный приказ? В какую минуту? Когда им выдают боекомплект и сообщают, что вот там враг?
Я вот в этом блоге написал вещь, которая меня до сих пор не успокаивает. Вот мой командир воинской части, полковник Советской армии, с блестящей военной биографией, с боевыми орденами, он сейчас пенсионер, он живет в Украине, в Днепропетровске. Его сын офицер украинской армии. Я не могу считать сына своего командира воинской части врагом России. Ну, полно людей, которые будут считать его врагом России. Он же стреляет в этих добровольцев, я не знаю, ополченцев, я на самом деле не бандитов. интересовался, стреляет ли. Если Или он не стреляет стреляет. в бандитах, он защищает свою страну. Я могу сказать абсолютно точно, что огромная часть пропаганды, которая сейчас насыпана на голову российского человека, избирателя, гражданина, рассыпается при спокойном, рассудительном разговоре с человеком. Не агрессивным, не раздраженным, не ультимативным, а просто давайте поговорим, мы же живем вместе. Это наша страна, наше государство. Вас спросили перед тем, как взять в Крым Россию? Нет, вас не спросили. Вот то, что сейчас творится с ценами, с экономикой, с зарплатами, сокращениями бюджетных мест. В Псковской области уничтожена бюджетная сфера, ее фактически больше не существует. Это стало каторгой для тех людей, кто там работает. Они работают фактически за бесплатно. Вот перед тем, как сделать это все, вас спросили, что вот сейчас Крым, но завтра будет каюк. Нет, вас не спросили. Перед тем, как 1000 людей отправить на войну, вас спросили, что там за счет ваших денег будут убивать людей, с которыми мы практически век жили в одном государстве. Не спросили. И когда люди начинают задумываться на эту тему, выясняется, что ничего более опасного, чем думающий человек, для этой системы пропаганды, для этой власти не существует. Оно рассыпается. Вот это фиктивное на самом деле государство, этот монстр, который не держится ни на чем, кроме лжи и насилия, он рассыпается. И вот все, что сейчас можно делать, это везде, где возможно. В этом эфире, на личных встречах, где угодно. Нужно об этом говорить. Вот все. Лев Маркович, а что добавили к картине вот этой гибридной войны? Только что опубликованные записи бесед советника Путина Глазьева, там, известного такого активиста Константина Затулина, об их попытках поднять мятежи в Харькове, Одессе и Запорожье. Российская государственная власть сейчас, к сожалению, переполнена сумасшедшими людьми. Это сумасшедшие люди, они маньяки. При виде крови они чувствуют вдохновение. Они потенциальные убийцы. Ничего не добавило. Именно в таком состоянии были люди, которые принимали решение о вторжении в Украину. Им хотелось насилия, им хотелось крови, только они считали, что это будет малая кровь. Что это будет кровь, на которую никто не обратит внимания, во всяком случае в России и в мире. Они ошиблись, потому что люди в таком состоянии ошибаются всегда. Это бездарные люди. Получилось. Там не совсем получилось, там тоже были жертвы. Несколько человек погибло, но об этом очень мало пишут и говорят. О крови. Вот каков, на ваш взгляд, масштаб российских потерь, количество погибших и так далее, если брать и военнослужащих, и тех, кто туда был отправлен, ну так, добровольно-принудительно, в виде этих ополченцев и так далее? Я считаю, что число жертв является четырехзначным, это 1000 людей. А почему мы не можем их зафиксировать? Они все зафиксированы, но есть много особенностей. Раненые в Украине военнослужащие российской армии в ростовских, петербургских и других госпиталях лечились под чужими именами. Есть сведения о том, что они подписывали контракты тоже под чужими именами. То есть военная учетная документация абсолютно искажена, является лживой и недостоверной. Существуют ли документы, сопоставляющие списки погибших, раненых участников боевых действий с их реальными именами, неизвестно. Я думаю, что такие документы существуют. То есть перед тем, как отправить людей на необъявленную войну, в основе которой ложь, их лишили имен. Их просто лишили имен. Эти случаи были весьма массовыми. На мой взгляд, число жертв российско-украинской войны близко к числу жертв Первой Чеченской войны. Я могу только сопоставить общие порядки. Ничего более точного сейчас сказать невозможно. Я считаю, что это предмет для очень серьезного расследования. В том числе это расследование должно завершиться судом. И юридическим судом, и общественным судом. Ну вот в Сирии, как мы сейчас узнали, российские силы наземные действуют от так называемых частных военных компаний. Возможно, что-то подобное было и в Донбассе. Вообще, как вы относитесь к такой практике? Частные военные компании сами по себе не являются незаконной практикой, если для них есть федеральный закон. Закона нет? Закона нет. Соответственно, эти люди являются наемниками. И никем больше. Наемничество Уголовным кодексом наказывается лишением свободы, по-моему, до 10 лет. То есть это уголовное преступление.
Пропаганда войны тоже в России наказывается, однако эта пропаганда войны ведется уже 2 года по всем федеральным каналам, и люди, которые ее ведут, там, Жириновский тот же, например, они неприкосновенны. Они не неприкосновенны. Во-первых, они не являются неприкосновенными с точки зрения истории. Для истории вообще нет принципа и феномена неприкосновенности. Она касается всех. И кроме того, я абсолютно убежден в том, что это то преступление, пропаганда войны, которое не имеет срока давности, потому что это преступление против человечности. Рано или поздно это будет суд. Вот вы в этом блоге пишете, что кровная вражда накрыла 2 страны из-за безумия властителей. Значит ли это, что вы уравниваете ответственность российской и украинской стороны? Я считаю, что огромную часть вины за это безумие несет президент Янукович. Колоссальную. Я получил очень большое число писем из Украины после этого блога. Они все, бедняги, продумали про господина Порошенко. Порошенко в данной ситуации человек, которому свалились на голову все эти последствия. Янукович абсолютно виновен в том, что произошло в Украине. И не случайно Россия спрятала его на своей территории. Это человек, которого Украина должна судить. Он преступник, на мой взгляд. Этого еще не решено судом, но моя личная этическая оценка досудебная. Этот человек совершил государственное преступление против своего народа. А в чем оно заключается? Он украл у украинского народа власть, которая была ему доверена голосованием. Он выиграл выборы, он стал президентом Украины. Он начал внутреннюю политическую войну. Самый известный эпизод этой войны – это война с Тимошенко, но речь не только об этом. То есть узурпация власти. Это узурпация власти. Он выстроил кланы, которые внутренне были устроены точно так же, как российские бизнес-кланы, которые просто как опухоль окружают сегодня российскую власть. У нас сегодня власть, по сути дела, принадлежит не президенту, а тем коммерческим структурам, которые срослись с ним до такой степени неотличимости, что невозможно провести черту. Если резать, то резать скальпелем. Там невозможно ничего разъять. Абсолютно такая же система власти была выстроена в Украине. Абсолютно такая же. И паническая реакция российских властей на украинское событие в первую очередь была связана с тем, что они отлично понимали. Янукович построил в Украине то же самое, что в России построил Путин. То есть они не хотели победы так называемой революции достоинства, чтобы все пошло нормально. Они категорически не хотели того, чтобы украинский народ поставил на место этих бандитов. Потому что дальше возникал вопрос, если получилось в Украине, почему не получится в России? Именно это их испугало. Их огромный страх, колоссальный страх, вылился сначала в крымские события, а потом в события на Донбассе. Скажите, на ваш взгляд, каково может быть решение проблемы Донбасса вот сейчас прямо? Решение проблемы Донбасса только одно. Безоговорочный вывод всех воинских подразделений, которые не являются вооруженными силами Украины. Всех. Я бы сказал более последовательно. Разоружение и удаление с территории Украины. Никаких других способов решения проблемы Донбасса не существует. Восстановление органов государственной власти Украины на этой территории. Везде, где они сейчас поражены в правах. Везде. Ну, вот недавно была так называемая крымская провокация. Россия утверждает, что на ее территорию, аннексированного Крыма, проникли террористы Украины. На ваш взгляд, зачем это было сделано? Чтобы сорвать Минский процесс или что-то еще? Сейчас мы можем сказать только о том, что это провокация. Это абсолютно точно провокация. Кто в ней участвовал, кто ее организовал, кто является заказчиком, организатором и исполнителем, мы сейчас не знаем. Я абсолютно уверен в том, что официальная версия, которая была так панически интенсивно, с таким эмоциональным напряжением, с таким псевдовдохновением изложена по российскому телевидению, является ложью. Но мы пока не знаем правды. Узнаем. А вы связываете отставку господина Иванова с поста главы администрации вот с этими событиями? Нет, не связываю. Я считаю, что Иванов не вписывается в ту систему власти, которую Путин пытается выстроить к 2018 году. Эта система власти стала давать сбои в ходе этой избирательной кампании. Иванов не вписался в эту систему власти. Кроме того, у Сергея Борисовича Иванова сложные отношения с Дмитрием Анатольевичем Медведевым в силу известных обстоятельств 2008 года. Он не вписался в ту модель, которая сейчас пытается на коленке очень быстро, я бы сказал, спешно выстроить Путин. Он лишний в этой модели, поэтому он ушел. А модель — это самодержавие? На самом деле, если бы это было все так просто, то мы с вами сейчас обсуждали бы вещи контрастные, белые и черные. Я бы сказал, что это модель сохранения личной власти в безопасном режиме. Потому что 5-й срок – это совсем перебор. Ведь не случайно Конституция России
предусматривает ограничение занятия государственных должностей, высших государственных должностей, 2 сроками. Человек, в течение 10 лет управляющий государством, переживает такие интеллектуальные, эмоциональные, моральные потрясения, что 10 лет – это как радиоактивное облучение. Вот все, достаточно. Даже ты, если хочешь, ты не можешь больше, потому что это все твои ресурсы использованы. Все, что ты мог придумать, ты придумал. Все, что ты мог сделать, ты сделал. Все рычаги были в твоих руках. Самое большое благо, которое может сделать президент страны, отработавший 2 срока, это честно уйти. И на честных выборах избрать нового президента. Когда меня спрашивают, сколько лет необходимо для реформирования России, я говорю 15. Лет? 15 лет. Почему? Потому что 2 полных срока, и потом честный президент честно уходит. И честно избирают нового человека. И он реализует ту политику, которую его уполномочил проводить народ. 3 президентских срока достаточно, чтобы сделать нашу страну нормальной страной. Можно ли говорить о неоценимом вкладе Владимира Путина в реанимацию НАТО и консолидацию национальной Украины теперь? Это 2 разных вопроса, но, безусловно, это все сделано титаническими усилиями Владимира Владимировича Путина. Новая украинская политическая нация впервые за все постсоветское время никак не разделена по этническому принципу. То есть нет больше русской Украины и украинской Украины. Есть Украина и есть антипутинская Украина. И в этой антипутинской Украине русские занимают не меньше места, чем украинцы, потому что они как граждане, они украинцы. И это изменить уже невозможно. Что бы ни происходило в Украине, с президентом, парламентом, правительством, отставки, кризисы, нищета, государственный долг, эта ситуация уже не изменится. В перспективе ближайших десятков лет эта ситуация не изменится. На больший срок сейчас мир не позволяет прогнозировать. Что касается НАТО, Путин и его люди сделали абсолютный подарок НАТО. Это мечта всех тех милитаристов, которые есть там, по ту сторону границы. При мирной России у них нет повода увеличивать военные бюджеты, расширять территорию военных баз, планировать увеличение влияния НАТО на постсоветские государства. А сейчас у них есть великолепный повод, есть воинственная Россия, которой нужно противостоять, и под этим соусом можно создавать целые государственные программы военных расходов. Я вас уверяю, там достаточно ястребов, которые любят питаться этой пищей. Они получили огромный стол. Огромный. Это просто пиршество для них сейчас. Кстати говоря, это нас ввергает в гонку вооружений, которую Россия выдержать не в состоянии. То есть эта ситуация очень похожа на ситуацию 70-х, 80-х годов, когда гонка вооружений, куда были брошены практически все основные экономические и интеллектуальные ресурсы Советского Союза, подточила советскую экономику. Да, Мария Браун вас спрашивает стандартный вопрос: чей Крым? Крым является территорией государства Украина, которая в данный момент в нарушение всех норм российского и международного права включена в состав Российской Федерации. А если бы вам надо было поехать в Крым, вы бы как поехали? Я не поеду в Крым. Ни через Украину, ни через Россию? Я считаю, что Крым сегодня является той территорией, куда должны ехать люди, способные решить вопрос Крыма. Я сегодня не могу решить вопрос Крыма. Больше ни для чего в Крым ездить не нужно. Я не намерен отдыхать в Крыму. Мне не нужны эти здравницы. Да, тут оппозиционер Александр Рыклин поехал отдохнуть, и большой скандал. Вы, видимо, из этого сделали такой вывод? Нет, я даже не знаю, что там с ним случилось. Я не следил за этими событиями и не в курсе. Я абсолютно точно могу сказать, до тех пор, пока вопрос государственного статуса Крыма не будет решен таким образом, чтобы международное право было выполнено, и с этим согласилась и Украина, и Россия, и мировое сообщество, ничего другого делать с Крымом невозможно. Это сегодня яблоко раздора всей российской и мировой политики. А яблоко не раздора, оно все еще предлагает международную конференцию по Крыму? Яблоко предлагает начать общаться по Крыму. Яблоко предлагает признать, что Крым является проблемой России. Колоссальной проблемой России, которая сломала нашу экономику, сломала всю систему внешних связей России, сделала Россию врагом огромного числа стран и десятков миллионов людей, живущих во всем мире. Мы призываем российское государство признать, что это проблема, сделанная нашими собственными руками. Даже если отложить в сторону уголовно-правовой аспект, есть гражданско-правовой аспект. Россия сможет приступить к решению проблемы Крыма, только признав, что это проблема. Суть предложения Яблока заключается в том, чтобы российское государство в любом лице признало, да, это проблема. Безответственные детсадовские заявления «Крым российский навсегда» не позволят решить крымскую проблему. Хорошо. Вы, значит, вот как-то
на это указывают наши читатели Фейсбука, вы как-то занимаете двойственную позицию. Вот никоим образом. Решение Абсолютно. Проблемы Донбасса, это надо сразу же вывести войска, прекратить поддержку боевиков и прочее, то есть передать территорию под контроль Украины. А решение проблемы Крыма как-то по-другому. Где тут принципиальная эта разница? Есть принципиальная разница. К сожалению, жители украинского Фейсбука этого не понимают. И стоит только с ними начать разговаривать, они начинают кричать и отказываются слушать. Ну и какой после этого разговор? Объясняю, в чем разница. Российская Федерация не объявляла Донбасс территорией России. Все, не объявляли. Уберите войска, уберите бандитов, уберите незаконные вооруженные формирования, очистите Донбасс. Оставьте его в покое. А объявили, значит, можно держать. Нет, нет. Михаил, всем должно быть очевидно, в том числе в Украине. Если сейчас не начать разговаривать по этой проблеме России, Украине, международному сообществу, она не будет решена очень долго. Многие люди в Украине занимают очень простую позицию. Вы украли, вы отдайте. Ответ очень простой. Придите и возьмите. Что вы там сидите? В Киеве. Вы Придите и возьмите. хотите? Я хочу сказать, что если господа желают обсуждать проблему Крыма, то нужно обсуждать, как ее решать. Сегодня решения проблемы Крыма не существует. Его нет. Политически нет. Оно есть юридически, но его нет политически. И это нужно понимать. Если не начнется диалог по проблеме Крыма с участием международного сообщества, этот гнойник будет оставаться гнойником Украины и России бесконечно долгое время. Но при Путине такой диалог возможен? При Путине такой диалог невозможен. То есть нужно сначала, чтобы сменилась власть, а кто сменит власть? Российский народ, больше никто. Когда же российский народ, находящийся под давлением и влиянием такой, вот, как вы сказали, химической пропаганды, может прозреть? В любой момент. А что же его отрезвит? Жизнь. Его отрезвит жизнь. Всех отрезвляет жизнь. Вот советский народ жил в условиях жуткой пропаганды, вот, и жил очень плохо, тем не менее прожил в этом состоянии 70 лет. Почему народ не может прожить, веря в Путина, с пустым холодильником, там, вот, с разрушенной бюджетной сферой, точно так же, как советские люди, те же 70 лет, зато веря, что держава встала там с колен и захватила какие-то территории? История не ограничивает срок прояснения общественного сознания. Это может длиться сколько угодно долго. Это зависит от людей. Если мы считаем, что это должно произойти в ближайшие 5 лет, мы можем заблуждаться. Это может происходить очень долго. Есть отличие ситуации Советского Союза от ситуации России. Тогда не было глобального информационного пространства. Тогда, по сути, не было режима реального времени. Борьба с этим пространством тоже ведется. Закон Яровой и все прочее. Блокировки. Яровые и Азимы тоже сохнут, и у них тоже есть свой цикл жизни. Так что я не вижу в этом окончательного решения информационного вопроса. Железный занавес сегодня невозможен. Все, что происходило в Советском Союзе, в политическом, общественном плане, информационном, происходило в условиях тотальной изоляции. Сейчас тотальная изоляция России от окружающего мира невозможна. Невозможно все законопатить. Хорошо, Лев Шлосберг в студии «Радио Свобода». Давайте поговорим о выборах. Эту тему тоже наши слушатели и читатели акцентировали. Вот спрашивают вас о кампании в вашей Псковской губернии, что там происходит, давят ли на вас, удается ли собрать деньги. Ну, пару слов. Кампания в Псковской области идет так же, как мы ожидали. Идет грязная избирательная кампания. Политтехнологи, входящие в штаб «Единой России», люди, непосредственно работающие в подчинении Андрея Турчака, выпускают 200-300 тысячными тиражами грязные газеты про агентов Госдепа, шпионов ЦРУ, «Пятую колонну». Эти газеты каждый раз признаются незаконными областной избирательной комиссией как раз после окончания их распространения. Там напечатаны совершенно безумные вещи. Я думаю, что еще они не все запасы своих мешков с мусором опустошили. Вот. Мы знаем совершенно точно, что это фактически один и тот же штаб. Все выходные данные этих газет фиктивны. Их распространение оплачивается из черной кассы Псковской Единой России. И в этом смысле у нас идет отвратительная грязная избирательная кампания, никоим образом не соответствующая этому тренду, который, на мой взгляд, вот в такой ситуации абсолютно лицемерно заявляет руководители администрации президента, представители верховной власти, избирательные комиссии. Самые честные выборы. В Псковской области, я это могу заявить при всех, публично, в эфире.
средства массовой информации, идет отвратительная, грязная избирательная кампания, решающими людьми в которой являются люди, производящие политическое дерьмо. А вот губернатор Турчак, ну вот тут Александр Морозов мне напоминает, что он хоть и не входит в топ-10 губернаторов, но остается в довольно неплохой позиции с точки зрения экспертов. Чем это объясняется? Может быть, он ваш враг и враг демократии, но эффективный руководитель? Турчак не является эффективным руководителем. В 2016 году в Псковской области впервые государственный долг превысил собственные доходы. Это произошло еще в январе. Сейчас этот процесс усиливается. С точки зрения бюджетной Псковская область банкрот, входит в число тех регионов России, и притом занимает место в первой десятке этих регионов, которые фактически не сводят концы с концами. Турчак сам лидер списка партии «Единая Россия». Он теневым образом участвует в избирательной кампании. У нас сейчас совершенно забавная ситуация. Губернатор почти тайно посещает районы, встречается с спортивным активом своим, не уходя при этом в отпуск, ведет агитацию за список «Единой России», хотя он обязан уйти в отпуск. Скажите, а вот эти дела, дело Кашина, с именем которого связывают и господина Турчака о нападении на журналиста, избиении его по заказу, так сказать, представителя власти, да и нападении на вас в связи с публикациями, они так и заморожены, не расследованы? Эти дела не расследованы, ситуация по этим делам отличается. Я считаю, что с точки зрения общественной оценки дело Кашина расследовано, все имена названы, вопрос только юридической оценки, следствия и суда. А в моем деле вопрос открыт, им юридически никто сейчас не занимается. То есть дело лежит, оно приостановлено в силу отсутствия лиц, подлежащих привлечению к ответственности. Ирина спрашивает, в какой степени в мажоритарных округах используется административный и властный ресурс против Яблока? Ну, может быть, не только в Пскове это происходит. Административный ресурс используется везде, никакой разницы использования ресурса в мажоритарных кампаниях и в списочных не существует, потому что 225 одномандатных округов покрывает всю территорию России. То есть все одно и то же. Я считаю, что абсолютно одно и то же. Светлана говорит, попросите Льва Шлосберга, прошу, прокомментировать федеральный список «Яблоко», как шел процесс формирования. Особенно интересна 6-я позиция в списке. Это советник председателя Федерального политкомитета Марк Геликман. Вот. Ну, вы вели переговоры о создании коалиции. Некоторые пишут, что вы их провалили. Переговоры о создании коалиции велись со всеми. Все, кто принял наше предложение, входят в коалиционный список. Те, кто отклонил наше предложение, не входят в коалиционный список. Возможности и шансы были у всех. Обсуждалась самая широкая коалиция, в том числе участие в формировании федеральной десятки «Яблоко». Учитывая, что есть этика переговорной комнаты, я не готов, что называется, придавать гласности протоколу переговоров, но могу сказать, что все партнеры по переговорам, абсолютно все, получили предложения о союзе и коалиции. В ответ были выставлены предложения или условия, которые были заведомо рассчитаны на срыв этих переговоров. Сейчас я это понимаю полностью. Переговоры шли полгода, они были начаты в январе, завершились в конце июня, то есть 5,5 месяцев шел этот процесс. Все, кто имел возможность и желание согласиться, согласились. Все, кто отказались, отказались потому, что они так хотели. Люди хотят занимать собственное место в политике, иметь собственное личное политическое будущее, шанс на собственную партию, на собственную команду, на личное место в политике. Это оказалось выше общественных интересов. Все, что могло сделать «Яблоко» в процессе переговоров, было сделано. Я считаю, что список «Яблоко» является коалиционным. Более того, именно так он воспринимается обществом, он не является никаким другим. И это та команда, о которой можно говорить как о новом «Яблоке». Насколько нам удастся это развить в дальнейшем, зависит от наших усилий. Это совершенно нормальная политическая работа. Я не вижу ничего странного в том, что политический советник Явлинского, который работает таковым 25 лет, вошел в федеральную десятку списка. Просто его никто не знает. На самом деле это большая проблема, когда в федеральную десятку входят не публичные люди. Я считаю, что люди, ведущие деятельность в политике, должны заботиться о своей публичности. Возможно, Марк об этом не позаботился. Но лицом списка сегодня являются люди, их там заведомо больше половины, у которых высокий уровень публичности. Этого достаточно для того, чтобы успешно провести избирательную кампанию. Ну вот сразу три тут мнения, почему «Яблоко» так малоактивно в этой предвыборной гонке. Там по Петербургу говорят, опять Ольга Плотникова тоже «Яблоко» нет, а вот максимально активна партия «Роста». Алексей, почему агитационная кампания практически не проводится, складывается впечатление, что специально. Нет, ничего такого не складывается. Есть очень серьезная финансовая проблема. Мы собрали для выборов очень немного денег.
поскольку предприниматели, бизнес до сих пор опасаются давать деньги оппозиции. Кампания спланирована с учетом имеющихся финансов. Все, что было собрано, все будет потрачено на выборы в оставшиеся 3 недели. Все, что вы увидите в интернете, в виде печатной продукции, в виде уличных акций, в виде телероликов, это есть то, на что у нас хватило денег. Говорить об активности кампании как главном показателе качества кампании не нужно. Качество кампании определяется точностью обращения, правильностью позиции. Там мы сейчас говорим не очень громко. Скажем так, мы не кричим. На выборах принято кричать. Тот факт, что у партии Роста есть деньги, всем известно. Они есть потому, что это проект, одобренный администрацией президента. Им безопасно давать деньги, абсолютно безопасно. Вообще никакой новости в этом нет. Если люди принимают решение, исходя из того, что вот этим ребятам удалось собрать деньги, они молодцы, и поэтому у них много денег, они ведут яркую кампанию, я буду за них голосовать, это выбор конфеты по фантику. Это просто выбор конфеты по фантику. Это печально. Ну вот один из экспертов, Игорь Эйдман, пишет, что Яблоко работает на либеральных интеллигентных избирателей, а Парнас в лице Мальцева обращается к широким народным массам. С одной стороны либерал-идеалист Явлинский, с другой стороны дядька-правдоруб из соседнего двора. И нравятся они разным группам избирателей. Может быть и неплохо, что вы с Парнасом не договорились? Все, что произошло в первом полугодии этого года, уже состоялось. Плохо это или неплохо, мы узнаем в ночь на 19 сентября. Ну, тут, знаете, такой упрек, что вы не обращаетесь к широким народным массам. Это не так, мы обращаемся к широким народным массам. К широким. Возможно, тот язык, на котором мы общаемся и разговариваем, не всем представителям общества близок. Возможно, кому-то близок господин Мальцев. Для меня было одним из самых ярких впечатлений последнего времени, когда Олег Кашин, о котором мы только что упомянули, человек из Калининграда, выходе из Калининграда, написал историю у себя в ленте буквально несколько дней назад, что долгое время в Калининградском зоопарке жил носорог, буквально десятки лет. Это было самое-самое древнее животное в зоопарке. И жестокие люди, понимая его неповоротливость и беззащитность, ножом вырезали разные слова на коже этого носорога. Первым человеком, который это сделал, был Мальцев. Он вырезал ножом на коже живого животного слово «слава», свое имя. Вот для меня на этом заканчивается история господина Мальцева. Хорошо. Еще один вопрос. Согласны ли вы с мнением, что Кремль хочет победить на выборах в Госдуму относительно чисто, опираясь на манипулятивные технологии, а не на фальсификации, пытаясь не дать поводов для общественного недовольства, как это было в 2011-2012 году? Ответ очень короткий – да. А получается? У них пока получается. Ну вот начались задержания, там Пивоварова в Петербурге задержали, New Times не печатают, какие-то конфликты людям не дают печатать статьи в регионах, там разнообразные газеты не берут, пытаются дебаты редактировать. Значит, что-то у них ломается в этой схеме? Дело в том, что они приняли решение о внешне приличных выборах определенным кругом лиц. Вдумайтесь, принято решение о том, что в этот раз мы не будем воровать, мы будем соблюдать закон. Вот нам так сейчас выгодно, вообще мы обычно воруем, но вы же все знаете, это же как минимум с 96-го года так. Но здесь мы решили не воровать и сказать об этом открыто. Но вся машина, которая подчинена этим людям, вся, она была выстроена и выращена для лжи и воровства. Эту машину просто так не перестроишь. У нее разгон такой, что эти шестеренки за день не останавливаются. Поэтому все, что мы сейчас видим по всей стране из этих фокусов, у них же есть изначальная установка. Они же тоже считают, это же они так сказали. Ну, для приличия сейчас так нужно, так принято, мы все понимаем, но мы знаем главные приказы. Мы помним, мы будем делать все, как нам говорили сначала. Контрольная цифра. И каждому такому, и каждому такому человеку, до каждого такого винтика, до каждой такой шестеренки система не доходит. Заявление просто на публику в СМИ. Я был впечатлен заявлением господина Собянина, что в истории пройдут самые честные выборы в истории России в Москве. Значит, другие были не да, очень честные. я это понял покаянием господина Собянина, что все предшествующее это было воровство. Вот, знаете, ценное признание господина Собянина. Сурен Газарян интересуется, какой должен быть Большой привет Сурену Газаряну. Да, первый законопроект гипотетической ситуации выигрыша «Яблоко». Нужно, конечно, понять, что Сурен считает выигрышем, потому что прохождение партии в парламент и создание фракции из 15-20 человек является успехом, но не победой.
Это разные вещи. Для того, чтобы принимать законопроект в Государственной Думе, необходимо 226 голосов. Поэтому правильно говорить не о первом законопроекте, правильно говорить о законодательной инициативе. Первое, что мы должны сделать, это подготовить огромный, состоящий из сотен листов законопроект об очистке российского законодательства от всего того законодательного мусора, который напечатал бешеный принтер за последние 5 лет. О восстановлении конституционного пространства, я бы его назвал. Я думаю, что это будет очень правильно, да. Готовы ли вы выступить, Андрей интересуется, в парламенте за полную отмену 282 статьи и вообще отношение к этой статье? Отношение к этой статье таково, что без этой статьи Уголовного кодекса не будет. То есть это естественное наказание, потому что под него подпадают вещи, напрямую противоречащие Конституции. Разжигание национальной, социальной, культурной розни является преступлением, и таковым должно быть при любой правовой системе. Ну, слушайте, получается, разжигание социальной розни к социальной группе полиция или правительство. Сейчас я хочу уточнить. Мы увидели абсолютно разрушительную правоприменительную практику по этой статье. Когда она стала Другой статьей, не будет. Как при другом государстве будет. Когда она стала статьей, карающей за инакомыслие и инакодействие. Соответственно, эта практика должна быть проанализирована, и эта статья должна быть переписана таким образом, чтобы ее применение против инакомыслия было невозможно. Невозможно разжигать ненависть против социального класса государственные чиновники. Можно критиковать государственных чиновников, и нужно критиковать государственных чиновников. В этом заключается право гражданина, неотъемлемое, и любые покушения на это право являются преступлением. То есть мы увидели, как статью, написанную, строго говоря, для совершенно другого, стали применять для противоположных целей. Эта практика должна быть проанализирована. Нужно так сформулировать статью, чтобы состав этого преступления касался только нарушения тех конституционных норм, по сути дела, основ государства, для которых она предназначена. Владимир, каким вы видите будущее России в случае, если правящий режим сохранится и после выборов? Это будет долгое гниение. Очень неприятный процесс, при котором в стране не будет развития, не будет воздуха. Собственно говоря, мы уже в состоянии застоя. Это понятно по экономике, это понятно по общественной сфере. И, на мой взгляд, любой неуспех, он лишает людей сил. Поэтому так важен успех, так важно бороться за успех. Ну вот вы писали, что у России есть один выбор, либо выборы, либо виллы. Но вот вилл мы что-то не видим. Но вот был поход трактористов на Москву, их легко остановили, пришивают экстремизм. Вот, за то, что они хотели приехать к Владимиру Путину, рассказать ему, что там происходит на Кубани. Так что что-то вот не пугайте нас виллами. Или их. Смотрите, Михаил, я никого не пугаю. История так устроена, что развитие идет либо по мирному пути, либо по немирному. Мы не знаем, когда будет эта окончательная развилка. История с нами не советуется. Мы пытаемся действовать, она идет своим путем. Мы можем соответствовать направлению развития истории, можем не соответствовать. Мы можем успеть, можем не успеть. Это жизнь. Политика – это жизнь. Если так случится, что мы не сможем реформировать страну мирным путем, придут бандиты и будут реформировать ее таким же путем, как они делали это в 2017 году. Я категорически противник этого. Если это же, по сути, призыв, обращенный не только к обществу, это призыв, обращенный к власти. Не шутите. Это очень плохие шутки. Если вы хотите, чтобы государство жило, чтобы страна осталась мирной страной, поймите, выборы предназначены не для того, чтобы сохранить власть, а чтобы сменить власть. Выборы дают возможность гражданину каждые 5 лет, или там, если где-то есть еще выборы, раз в 4 года, сменить власть. Это свободная конкуренция. Выиграли? Честно, хорошо. Но нет таких выборов. Проиграли? Честно, хорошо. Вот пока нет таких выборов, призрак вилл никуда не девается. Они могут висеть на стене десятилетия, а потом внезапно упасть со стены и попасть в нужные руки. Вот этого пути развития страны я не хочу. Ну вот у меня тут был тоже вопрос от слушателей по поводу диванной партии, по поводу тех, кто не хочет идти на выборы, по поводу тех, кто за бойкот. Выборов-то настоящих нет, а эти поддельные. Зачем на них ходить? Вот что вы этим людям ответите? Отвечу очень простую вещь. Неприход каждого человека на выборы увеличивает шансы тех, кто их фальсифицирует. Совершенно понятная ситуация.
есть технический предел фальсификации, исключая несколько регионов, где результаты выборов пишутся в протоколе вне зависимости от содержимого бюллетеней. Мы такие регионы знаем. Да, товарищ Кадыров. Но в общей доле избирателей России этот, скажем так, массив голосов не является определяющим. В большинстве регионов России, если при высокой явке приходят избиратели гражданских убеждений и голосуют за гражданских политиков, то мы проходим. По моей общей оценке, сейчас среди людей демократических убеждений 2/3 не хотят идти голосовать. Потом, если, не дай бог, выборы завершатся неуспешно, они скажут нам: ну вот, вы снова проиграли. Я до сих пор помню, Явлинский об этом несколько раз рассказывал, когда на одной из встреч, это было во время президентской кампании, одна женщина, избиратель, сказала ему: вот вы выиграете, а потом я за вас проголосую. Вот это совершенно удивительная логика, когда человек, смотря со стороны, дожидается какого-то нежелательного, на самом деле, для него в том числе результата, чтобы обвинить тех, кто пытался достичь другой результат. Другой результат. Это имеет удивительное отражение в сознании. Если ты считаешь, что ты хочешь здесь жить, участвуй в голосовании. Если ты пришел и ты голосовал, и на участке были члены комиссии с совещательным голосом, наблюдатели, были представители от партии, входящие в состав комиссии членов решающего голоса, мы во всяком случае можем довести объем фальсификаций до минимального, а по некоторым избирательным участкам до нуля. И просто будет другой результат. Если люди считают, что придет завтрашний день, и просто после нечестных выборов внезапно будут честные, такой день в одночасье не настанет. Это желание, чтобы вот был один волшебник, Чуров, прилетал на вертолете с мешками бюллетеней. У тебя волшебница есть, да? На самом деле теперь есть волшебница, которая совершенно искренне пытается объяснить, что нужно честно считать. А система этого не понимает, потому что главы региональных избиркомов помнят, что они подчинены губернаторам не де юре, а де факто. И им приходится объяснять, что, оказывается, это не так. Как не так, удивляются люди. Нас же выдвигал губернатор. Да, нас ЦИК назначал, но вроде как мы приспособлены для вполне конкретной задачи. И система впадает в ступор. Я предполагаю, что в ходе этой избирательной кампании будет очень много конфликтов Памфиловой с председателями региональных избирательных комиссий, которые считают, что их главная задача, сделав вид, что идут честные выборы, посчитать, как заказали. Я еще о будущем России в случае, если правящий режим сохранится. Ну, сейчас мы видели ряд кадровых перестановок, не только господина Иванова в отставке, но и появление на его посту Антона Вайна, изобретателя нооскопа, который позволяет сканировать ноосферу и биосферу и изучать коллективное сознание человечества, как он пишет. Ну, или подписывает, по крайней мере, такие статьи. Или вот министр образования Васильева, которая, в общем, похваливает Сталина в таком духе православного сталинизма. Это о чем такие сигналы вот за месяц до выборов? И на самом деле эти сигналы, на мой взгляд, не связаны с выборами. Если бы люди, которые принимали эти кадровые решения, осознавали их общественный эффект, но я в большей степени о министре образования, чем о главе администрации президента. Вообще глава администрации президента – это глава его канцелярии. Это по Конституции. Вот видите, хором мы сказали. Хором мы сказали. А на самом деле, это глава аппарата ЦК КПСС. Ну вот назначение главы администрации президента – это, безусловно, политическое назначение, в том числе в контексте выборов, а назначение министра образования – это отчасти кость, брошенная критикам нынешней образовательной системы, с которой в высокой степени ассоциировался Ливанов, и в ответ на колоссальный объем критики в адрес этой системы меняется министр, но важно, на кого меняется. Это совершенно четко действие отлаженной и настроенной системы, которая любые сигналы о честных выборах воспринимает как временные, вынужденные и неискренние слова. Система по-прежнему движется в ту же сторону, куда ее разогнали. Но вот православный сталинизм – это правильное определение тех речей, которые мы видели от нынешнего министра, когда она была в чине там какого-то начальника в администрации президента? Могу сказать, что когда человек, приходящий на должность министра образования, преимущественно говорит не о создании конкурентной, свободной образовательной системы, а говорит о государственном воспитании и в каждом втором, третьем предложении говорит о патриотизме, то нужно вспоминать Салтыкова-Щедрина. А что там Салтыков-Щедрин? Воруют, по-моему? Заговорили о патриотизме. Очевидно, проворовались.
Ну, некоторые проворовались. Правда, патриоты в Министерстве культуры это были, там уже уголовные дела у господина Мединского и довольно много. Хорошо, а вот еще один такой интересный вопрос. На чем... нет, извините, еще я все-таки про губернаторов хотел. Губернаторы, которые назначаются теперь из числа охранников, там, иногда генералов. Опять же, о чем это сигналит? Это сигналит о том, что система выборов не работает. Это сигналит о том, что выборам не придается никакого значения. Есть вопрос личной лояльности, есть вопрос абсолютно короткой кадровой скамейки. Ни в какие выборы Путин не верит. Он не верит, что народ выберет нормального человека губернатором, президентом, кем угодно. Он не верит в выборы вообще. Но можно же назначить человека с опытом, я не знаю, экономиста, там, управленца. Их не осталось в его обойме. Все ушли, их нет. Ну как же, Улюкаев, Набиуллина. Это другая история. Эти люди не готовы руководить регионами. Они готовы распределять финансовые потоки у них есть в масштабе ученики, страны. подчиненные и так далее. Очевидно, отсутствие связи человека со спецслужбами считается достаточным, чтобы не внедрять его в основу, в костяк государственной машины. То есть костяк государственной машины – это теперь спецслужбы? Да, безусловно. Ну, может быть, это поможет, нам скажут, в борьбе с коррупцией? Это поможет этой системе прийти в такое состояние неустойчивости, когда она просто не сможет реагировать на реальные вызовы времени. Она и не реагирует. Эти люди не могут даже общаться с прессой. Они не могут выйти перед ними и объяснить, что они хотят, потому что они привыкли ловить шпионов. Притом, как правило, инакомыслящих, не настоящих шпионов, а тех, кто думает иначе, чем думает глава государства и правящая партия. Эти люди не могут управлять регионами, экономикой, социальными процессами. Посмотрите на господина Собянина, он, конечно, не из спецслужб, но из администрации президента, он прекрасно управляет, как ему кажется, конечно, вкладывая гигантские деньги там, в какую-нибудь плитку, переложенный асфальт, украшательство и прочее. И с прессой у него все хорошо. Тратим 32 миллиарда рублей на подкуп, я называю вещи своими именами, и все смотрят ему в рот. Не все смотрят ему в рот, это первое. Не всем нравится то, во что превращается Москва и уже частично превратилась. Все понимают, что это деньги, выкачанные со всей России. Я не знаю, понимают ли это москвичи, а жители Псковской области. Годовой бюджет, который 23 миллиарда, годовой, всей области живет. Тут 200 миллиардов на плитку. Да, и со стороны российских регионов, российской провинции, этот процесс выглядит дико, нагло, абсолютно бессовестно. В понимании людей это и есть воровство. И если господин Собянин этого не понимает, то это очень печально. Просто печально для его собственного будущего и будущего страны. Ну так наплевать на мнение регионов, получается. К ним прислушивались в ельцинские времена, были совершенно другие нормы распределения налогов и так далее. А теперь все через Москву, все через столицу, все через центр. На самом деле и тогда было через Москву и через центр, только соотношение было другим. Получалось, что бедное государство более справедливо распределяло деньги, чем государство, извините, даже не богатое, а зажравшееся. Мы имеем сейчас зажравшееся государство. Притом оно по инерции зажралось. У него уже нет денег. Нет денег в пенсионном фонде. Нечем платить пенсии. Урезаются самые последние социальные пособия. В Псковской области урезаются пособия размером 50, 70, 100 рублей, которые получали инвалиды, семьи инвалидов. Там индексации не будет льготный проезд, возможность приобретения автомобиля. Любая возможность человеку получить какую бы то ни было монетизированные уже льготы от государства натыкается на системное сопротивление. Вычищается абсолютно все. Вот это московское пиршество с деньгами, сотнями миллиардов рублей. Это пир во время чумы в надежде, что оппозиционная по интеллектуальным настроениям Москва проглотит эти миллиарды и замолчит. Мы увидим на выборах, что будет. Мы увидим. Александр Морозов опять наш друг. На чем должно сосредоточиться демократическое движение после выборов, независимо от их результата, учитывая, что движение находится в явном кризисе? Демократическое движение сегодня должно стремиться победить на выборах. 19 сентября очень сильно зависит от того, чем завершатся выборы. Сейчас нужно обсуждать только одну задачу. Нужно пройти. Никаких других задач по степени важности, сопоставимых с этой, сейчас не существует. И что, не надо обсуждать то, что будет после выборов? Мы будем это обсуждать 19 сентября. Сейчас у нас идут выборы. Мы обращаемся к жителям страны и говорим: это ваша страна. Это ваше государство. Его у вас украли, отняли, сделали вашим врагом. Заберите себе эту вещь. Она уже по вам стреляет. Заберите, поставьте себе на службу. Для этого нужно мирно прийти на выборы, взять мирную ручку и поставить мирную птичку в бюллетене. Если вы этого не сделаете, вас уничтожат. Мы сейчас говорим, что выборы имеют значение. Что с помощью выборов и можно, и нужно менять государство.
что надежда, что придут бандиты, но это будут наши бандиты, они все это зачистят, и потом придет покой, это глупость несусветная, позор и стыд. У нас в год сейчас из России уезжает 300 тысяч образованных, интеллектуальных людей с детьми, в том числе из Пскова. Уезжают люди навсегда из России, потому что не могут это видеть. Они включают телевизор, там не видят ни одного приличного политического лица. Там паноптикум круглосуточный. А теперь дебаты, теперь не совсем паноптикум. Вы знаете, я не смотрю телевизор. Партия «Яблоко» тоже участвует в дебатах. Значит, она участвует в паноптикуме? Я имею в виду процесс политической жизни. Во время выборов все находятся в телевизоре в те считанные минуты, которые существуют. В Псковской области 5 минут 46 секунд отведено партиям на весь эфир в телевизоре. Вот такие у нас дебаты. Скажите, а есть ли разница все-таки между «Единой Россией» и теми 3 партиями, которые находятся в Государственной Думе? «Справедливая Россия», ЛДПР, коммунисты? По всем принципиальным вопросам жизни в нашей стране между ними нет никаких различий. Это все партии Путина. Это партии несвободы, это партии цензуры, это партии лжи и насилия. По всем принципиальным вопросам внутренней и внешней политики они полностью солидарны между собой. Вот КПРФ не полностью, они, например, против закона Яровой голосовали. КПРФ пытается хотя бы 1 раз на 10 изобразить из себя оппозиционную политическую партию. Но я знаю конкретную политическую практику в Псковской области. Все принципиальные политические заказы губернатора фракция КПРФ в Псковском областном собрании депутатов выполнялись на 1 щелчок. Вот вся цена этой коммунистической оппозиционности. Ну, может быть, у вас Псков это исключение? Я не думаю. Я думаю, что если была бы другая общероссийская ситуация, они бы слушали своих московских руководителей и не сидели в кармане у губернатора. Они сидят в кармане... В принципе, точно так же, как Зюганов сидит в кармане Путина. Спрашивают о некоторых ярких таких уголовных делах. Вот дело Белова-Поткина, которого сейчас осудили на 7,5 лет, националиста, такого умеренного националиста, оппозиционера, участника протестов на Болотной. Что вы об этом процессе думаете? Я считаю, что господин Поткин вышел из-под контроля тех людей, которые вывели его в публичное пространство. Эти люди отомстили ему и посадили. Они хотели сделать из него того, кого они сделали. Но в дальнейшем он вышел из-под контроля. Система ему ответила. Я считаю, что на свободе находится очень значительное число еще более опасных людей, чем господин Поткин. Но они находятся под контролем действующих властей. Они действуют по инструкции. Они не выходят за рамки закона. Я не знаком лично с господином Поткиным, не могу сказать о нем никакое свое впечатление. Но у меня есть предположение, что уголовное дело и судебный процесс связаны не только с обстоятельствами, установленными судом, а связаны с политической установкой, что этот человек перестал быть под контролем. А вот Алексей Навальный сейчас, опираясь на решение Европейского суда, пытается пересмотреть приговор по своему делу Киров-Леса. И, как подозревают, собственно, он это не отрицает, хочет выйти на президентские выборы. У вас есть свой кандидат, Григорий Явлинский, уже. В каком-то варианте вы готовы вести с ним переговоры? Предположим, это случится. Вести переговоры о чем? О каких-то совместных действиях, о совместной, так сказать, борьбе с системой. Мы демократическая партия, и у нас есть кандидат в президенты. Юридически этот кандидат будет выдвинут после объявления президентских выборов. Если другие демократические партии выдвинут своих кандидатов, то будет высокая конкуренция. Никаких противопоказаний к тому, чтобы граждане России, какие бы то ни было, заявляли президентские амбиции, участвовали в президентских выборах, просто не может быть. Можешь – иди, хочешь – участвуй, умеешь – выигрывай, побеждай. Упрекают вас, что выступающие ваши коллеги в дебатах слишком мягко. Они все время говорят о борьбе с системой, не называя персонально ни президента Путина, ни его окружения. Почему вы выбрали такую тактику? Никто не выбирал такую тактику. Я могу сказать, что, к сожалению, будучи очень серьезно вовлеченным в саму избирательную кампанию, я не видел ни одного федерального эфира, не могу сказать, как выступают мои коллеги. Я вот говорю об этом прямо. Моя избирательная кампания проходит таким образом, что я телевизор не вижу. Каждый политик принимает решение для себя, как говорить в эфире. Мы с вами сегодня говорим в том числе о Путине. Если я буду в федеральном эфире, я буду говорить о Путине. Так еще раз, без ухода Путина перемены возможны? Невозможно. Ну, а вы будете в Думе, а Путин будет в Кремле. И будем бороться с Путиным. Будем бороться с Путиным из Думы. Спасибо. У нас в московской студии «Радио Свобода» был Лев Шлосберг, член политического комитета партии «Яблоко». Вел передачу Михаил Соколов.